значит, это другое дело. Физический объем уменьшился, потому что сократился строительство, сократился экспорт, сократился, значит, внутренняя потребность. Люди стали более избирательно подходить к своим затратам и так далее, и так далее. В условиях кризиса так и живут. Угу. Поэтому это временный, значит, насколько будет зависеть кризис, как будет проходить, от этого будет зависеть. Угу. У нас есть вопрос нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Связь, видимо, оборвалась. Сангул Касымович, а вот какой путь развития вы видите? Вот мы члены Всемирной торговой организации, Таможенный союз, это тоже, вы сказали, не он может быть внутри, там, его не надо зачеркивать, но все же. Тогда как нам идти дальше? Так, у нас ясный путь. Кыргызстан транзитная страна. Мы по этому пути идем. И не надо никуда сворачивать, что-то дополнительно искать. Я думаю, что все те страны, которые сегодня с нами ведут переговоры в Таможенном союзе и так далее, все они, конечно, в итоге станут членами Всемирной торговой организации, потому что все они ведут переговоры. И в том числе Россия, Казахстан и Беларусь, все они ведут переговоры. Значит, они не идут. Почему? Вот, допустим, один я пример могу вам привести. Россия, значит, России не дает вступить в Всемирную торговую организацию только по 2-3 позициям. Во-первых, Россия не хочет уступить свой автопром. Они говорят, мы будем защищать свой отечественный автопром, а тем автомобилям, которые поставляются по импорту, будем ставить высокие пошлины. Это выгодно для россиян? Я думаю, что не выгодно. Зачем россиянам покупать некачественные машины, когда можно купить качественные, хорошие машины? Но почему россиянин, он должен дороже покупать, чем американец или европеец? Почему он этим автомобилем будет дороже покупать? То есть он должен по таким же ценам покупать, как в Германии, да? Наоборот, надо открывать. Не защищать внутреннего производителя, а внутренним производителям лучше помочь, чтобы они выросли до уровня мировых производителей, чтобы стали конкурентоспособны. То же самое по самолетам, допустим, и так далее, и так далее. То есть у России есть значит, сектора, которые они хотят защитить. Я их понимаю, потому что в этих секторах работает огромное количество людей, которые могут остаться безработными. Да? Я их понимаю. Но можно взять переходной период, допустим, сказать так. Мы готовы вступить, открыть этот рынок в течение 10 лет, или 15 лет, или 20 лет. И с таким условием вступать в Всемирную торговую. Я, конечно, в итоге... А как сложно вообще вступление во Всемирную торговую организацию? Некоторые эксперты, когда мы только вступили, говорили, от нас ничего и не зависит, мол, нас поэтому и приняли. Нет. Значит, ну, во-первых, в Всемирной торговой организации есть 3 составляющие, которых надо четко понимать. Первый. Значит, надо вести переговоры так, чтобы она была направлена в сторону либерализации экономики и соответствовала мировым тенденциям в этом направлении. Но если, значит, ты ведешь переговоры так, чтобы получить только себе хорошо, а всем остальным плохо, такие правила игры не действуют. Там переговоры ведутся в двухстороннем порядке. То есть вы четко там все предусмотрели. Это первое. Второе, значит, есть правило игры такое. Если у тебя нет этой продукции, нечем его защищать. Если ты не производишь самолет, допустим, Кыргызстан самолет не производит, зачем мне гражданскому сектору ставить какие-то пошлины, да? Пусть лучше наши покупают эти самолеты по нулевой ставке, то есть дешевле. И автомобили то же самое, да? Почему я должен на него ставить высокие пошлины? Это второе правило. И третье правило, значит, есть политические. Значит, чтобы, вот вы задавали там вопросы, почему не работают все инструменты ВТО. Чтобы работали все инструменты ВТО,
В стране должен работать рыночные правила игры и рыночные законы, а не политические и не человеческие, и не административные вмешательства. Вот это все должно быть убрано. Поэтому есть так называемый политический составляющий, который гласит о том, что процедура принятия решений в стране должна быть демократичной, либеральной, прозрачной и открытой. Вот у меня ваша книга «Памятные записки». Эсенгул Касымович, вот здесь, вот сам момент вот вступления, принятия этого важного решения во вступлении, здесь в двух словах, о чем вы написали, вот такой самый памятный момент, что вам запомнилось и какую роль вы сыграли именно... Ну, в этой книге, кстати, вот 13 страниц. Вступление Кыргызстана в ИТО небольшая только такое. Да, 13 вставка страниц написана. Это, в самом деле... А вот когда вспоминаете, какие эмоции у вас появляются, что вы чувствуете, что вы вспоминаете самые такие? Я вспоминаю, что, во-первых, это решение было принято своевременно. Я до сих пор убежден в этом. Второе, это решение было правильным. В этом я тоже не сомневаюсь. И третье, что мы эти переговоры провели именно в то время, которое нужно было провести. Потому что вот этот кризисный период после распада, и, если вы знаете, значит, 98-го мировой финансовый кризис, если бы мы не стали и не открыли свой рынок вот таким образом, то, значит, я сомневаюсь, что у нас сложилась именно такая ситуация после 98-го года. А после 98-го года мы не только обезопасили, а мы создали условия для роста экономики. И если вы помните, впервые рост экономики Кыргызстана начал фиксироваться с 99-го года. Это что-то означает. Мы говорили о преимуществах, а теперь какие недостатки? Ну, недостатки, вот уже говорили о том, что, значит, внутренний производитель находится в равных условиях с импортером. Это наши производители оценивают как минус. Я считаю, что это плюс. Потому что, значит, сидеть, производить продукцию с теми технологиями, которые уже давным-давно устарели, и предлагать внутреннему рынку такую продукцию, это бесперспективно. Лучше, значит, затратиться, значит, перейти на более передовые технологии и выпускать более качественные товары. Я думаю, этот минус удел, как говорится, придуманный значит, с теми, кто хочет сидеть на старом и быстро получать деньги, да? Да, и иметь какие-то прибыли. Без Я выхода думаю, что на мировой рынок. Этой перспективы нет. Эсенгул Касымович, на этом наша программа подошла к концу. Благодарю вас за интересную, такую содержательную беседу. Напоминаю, у нас в студии был общественный деятель Эсенгул Муралиев. Вы смотрели программу «Шаардыктар». Я вам желаю всего доброго. До новых встреч в эфире.